Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. События вашего порога. Что ждет вас в ближайшие часы, в ближайшие дни? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ну что, мои хорошие, отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. Что ждет вас в ближайшие часы и дни? Смотрим на 2-3 дня. Да, самые ближайшие события. События порога. Вот смотрите, здесь лучник показан. Кто-то стреляет в вашу сторону. Ну, не бойтесь, никто из лука стрелять в вас не будет. Здесь кто-то за вами приударит, кто-то имеет на вас виды, кто-то имеет на вас планы, желание к вам имеет. Какой-то бравый, славный лучник будет за вами, мои хорошие, ухаживать. Ухаживать, обхаживать, уваживать, вот как хотите, так и называйте. Для вас это событие очень неожиданное, но приятное. Скорее всего, мужчина вам тоже будет симпатичен. Вы такая, а я и не против, да, ну-ка давай, поухаживай за мной. Слушайте, очень много внимания в вашу сторону. И еще, помимо всего прочего, этот лучник вам даже какую-то помощь будет предлагать, какие-то свои услуги. Вот рассчитывай на меня, я тебя отвезу, подвезу, заберу, что-то там договорюсь, сделаю. Вообще, в принципе, неплохо. Если вы девушка свободная, да, либо вы в поиске любви, то прям хороший вариант надо брать. Ну вот вы не против. За вами кто-то приударит. Может быть, не настолько это будет прям, что вот все, люблю, не могу. Но, по крайней мере, внимания будет очень-очень много со стороны этого мужчины. Может, вы уже знакомы, да, вы уже там как-то у вас отношения есть какие-то, что-то намечается. Мужчина будет в ударе, прям и нацелился на вас, и стремится к вам. Очень даже хорошо. Кстати, девушки, женщины, которые в паре, в браке, вы не переживайте. Ваш парень, либо ваш муж прям очень нацелен на то, чтобы вам доказать свою значимость, доказать свои чувства, свою важность, свою нужность в вашей жизни. Поэтому на мужчину можете смело рассчитывать, будет стараться, пыхтеть, прям там показывать, что он ого-го, какой мужик, во всех смыслах слова. То есть очень-очень неплохо. Женщина на высоте, лучник чуть пониже стоит. То есть он вас выделяет, он вас ставит на первое место. Дальше здесь у нас автомобиль. Там, где вы застряли, либо там, где нет развития. Смотрите, видите, человек буквально толкает ваш автомобиль, толкает, да, вот всем телом налег, вот видите, сзади толкает ваш автомобиль, чтобы автомобиль, вот колесико, видите, показано, чтобы из вот этой выбоины, рытвины колесико вышло. Там, где у вас застой, там, где вы сами справиться не можете, там, где вы столкнулись с чем-то неизбежным, да, с каким-то вот прям блоком, где колеса вот прям в рытвины попали, в ямки попали, вас кто-то подтолкнет. Подтолкнет, причем всем телом, вот прям ложится человек, свои дела отложит, на ваши переключится и вам поможет. Не забудьте отблагодарить этого человека. Действительно достойный, добрый, замечательный человек, который вошел в ваше положение, который проявил альтруизм, который проявил уважение к вам, да, желание помочь. Не забудьте отблагодарить. Я вижу, что дело сдвинется с мертвой точки, что вот это колесико из этой ямки выйдет, и ваша машинка дальше поедет без преград, без каких-то замедлений. Вот прям быстро вот все это случится. И там, где был застой, мало того, что вы добьетесь движения, так еще и закончите эту ситуацию. Ну, буквально в 2-3 дня точно вложитесь, управитесь.
Дальше, мои хорошие, вот здесь мне показывают, что с вами кто-то свяжется. И мне почему-то кажется, что это будет даже, вот знаете, как переписка. СМС-ка, либо в мессенджере напишут, либо в социальные сети вам напишут. Буквально в ближайшие часы, либо в ближайшие 2-3 дня вам напишет кто-то, кто испытывает к вам чрезмерные чувства. Почему? Потому что здесь кит. Это, ну, прям самое большое морское животное. Здесь очень сильная любовь. Здесь чувства, они контролируются, они сдерживаются, но они есть, и они прям очень сильные. Тот, кто вас по-настоящему любит, тот, кто сильно любит, глубоко любит, этот человек как-то себя обозначит, как-то проявится. Это не значит, что этот человек там вам сразу напишет, там, люблю, не могу, все, там, хочу. Нет, нет, скорее всего, это будет что-то невинное, что-то такое, знаете, вот, а как у тебя дела, что ты делаешь, там, где ты бываешь, может быть, встретимся, да, какой-то такой невинный разговор. Но с другой стороны, вот этот человек проявится, напишет, и вам прям такой сигнал, да, что именно это он, тот, кто по-настоящему любит. Возможно, это человек просто знакомый для вас. Возможно, вы в прошлом были вместе, там, расстались, разошлись ваши жизненные пути. Но человек не перестал вас любить. И вот мне кажется, что стал любить вас еще сильнее, чем раньше. Ну, потому что кита показывают, да. Кит мало то, что хвостом бьет, так еще и фонтанчик воды выпускает. То есть, ну, не может. Человек не может больше сдерживаться. Ему нужно о вас все знать. Его тянет к вам. Но он и не спешит раскрывать свои чувства. Может быть, боится быть посланным. Может быть, боится быть непонятым. Ну, вот я вижу, что это человек, который любит вас, он вам обязательно напишет. Это будет либо смс, либо какое-то сообщение в соцсети, в мессенджеры. Вот так вы и поймете. Ну, мужчина, соответственно. А для мужчин напишет женщина. Вот ни с того, ни с сего, да, ничего не предвещало, раз от этого человека смс-ка пришла. Это вот прям любовь говорит в этом человеке. Дальше. Большое свиное рыло. Свинья смотрит на вас, громко хрюкает. С каким-то свинством придется столкнуться, ну, либо какую-то свинью придется на место поставить. Свиньи, они, конечно, еще те проказники, но в вашем случае она еще и хрюкает на вас, значит, какие-то претензии будут в вашу сторону. Смотрите, дам вам совет. Понятно, что свинья вам не друг и не товарищ, но с другой стороны, эта свинья прям сама напрашивается, чтобы ее прям послали, либо по ушам надавали, либо пендаля ей дали. Ну, нельзя это терпеть, нельзя прощать, нельзя делать вид, что ничего не происходит. Потому что свинья, она на то и есть свинья. Да? Если она почувствует вседозволенность, безнаказанность, то, извините, она вам и на голову нагадить сможет. Причем вот сразу, да, недалеко отходя от вас. Поэтому, пожалуйста, себя берегите, ограждайте от таких людей и ставьте их на место. Не позволяйте заниматься этим свинством. Прям совсем не позволяйте. И, мои хорошие, кто живет вот парой, да, ну, муж с женой, парень с девушкой, возможно, ваш партнер где-то там чем-то горячительным угостится, да, ну, как в простонародье, набухается, придет и будет вести себя, ну, вот как свинья, со всеми вытекающими, на четвереньках ползать, громко хрюкать и визжать, еще, не дай бог, и гадить начнет. Ну, ладно, фу. Такие картинки представились, лучше не надо, пусть это не прозвучит, пусть этого не будет. То есть тоже имейте в виду, такое может случиться. Но не потому, что человек плохой, а потому что вот напился до просячего визга, и теперь себя не контролирует. И да, мужчины, женщины тоже могут угощаться горячительным и доходить до такого состояния. Мало ли у вас девушка такая вот прям тоненькая, вся чувствительная, ей там, понимаете, понюхать, да, либо пригубить, и уже все. И уже она себя не контролирует. Ну, надеюсь, что у вас второй вариант не проиграется по поводу вашего партнера, который может себе вот такое позволить. Но опять же, здесь без злого умысла, да, это будет без злого умысла, так вот случится. Дальше. Нет, конечно, лучше пусть не случится, но я вас предупредила. Дальше я вижу кусты. Кусты, которые начинают как будто бы, ну, листиками покрываться. Кусты – это к деньгам, а листики – это и есть деньги. Но в вашем случае кусты, они только-только лишь начинают зеленеть.
вам к этим кустам дорожка открывается. Причем я вижу, что вас, ну, либо кто-то наводит на эту дорогу, либо вам кто-то предлагает пойти в эту дорогу. Смотрите, не отказывайтесь, потому что на кону действительно деньги, и деньги хорошие. С этих кустов можно денежку только так щипать, да, набирать, вот сколько вам будет нужно. Может быть, это работа, может быть, это подработка, может быть, это какая-то деятельность, да, но вот надо этим заниматься, и человек, который вам предлагает, плохого вам не желает, наоборот, хочет вам помочь, хочет, чтобы вы тоже себе заработали. Не отказывайтесь. Дорога к этим кустам не очень такая, знаете, приятная. Это какая-то козья тропка. Но, тем не менее, оно того стоит. Да, вот кто себя не пожалеет, кто не станет там, ой, как себя запугивать, стращать, кто эту тропку осилит, тот с кустиков долго будет листики рвать. А это деньги. Деньги хорошие, они вам точно пригодятся. Дальше вижу человек на букву Ю. Это может быть имя, фамилия, ой, может быть даже прозвище. Может, вы какое-то прозвище дали, вот буква Ю показана. Человек-загадка, человек-вопрос, человек-сюрприз. Вы знаете, как-то неожиданно раскроется этот человек. Это может быть и женщина, и мужчина. Сначала почему-то разозлитесь на этого человека, потом прям будете радоваться на этого человека, прям восхититесь этим человеком. Как-то ухитриться вас сначала из себя вывести, а потом, наоборот, порадовать. Вот, так что там нервы свои держите под контролем, да, не сильно там выходите из себя. Картинка резко, радикально может смениться с негодования на большую радость, на сюрприз. Дальше вижу летучих мышей. Они как будто бы это падают, с неба падают летучие мыши. Летучие мыши — это страхи, это подозрения, это опасения. Это такие, знаете, негативные предчувствия. Как бояться чего-то перестанете, либо страх уйдет. Пройдет, уйдет, что-то может происходить, что-то может меняться, какая-то картина будущего может открываться, могут быть какие-то инсайты. Но вот вы послушаете, впечатлитесь, информацию получите и скажете: ой, а уже и не страшно, а уже я ничего не боюсь, а уже как бы себя лучше чувствую. Вот, кстати, кто-то будет очень хорошо спать, ну, потому что голова не будет забита всякими страхами, подозрениями, сомнениями, волнениями. Конечно, будет хороший такой полноценный, здоровый сон. Да, мыши падают, и хорошо, пусть падают, не нужны вам мыши. Пусть лучше вон птички летают. Птички лучше, чем летучие мыши. Они хоть новости приносят, а летучие мыши что, страхи разгоняют? Зачем? Кому это надо? Это никому не надо. Так, еще в ближайшие часы, у кого-то в ближайшие дни будет предложение вам сделано. Предложение, ну, такое, знаете, немножко недостойное. То есть вы заслужили и вы достойны лучшего, большего. А вам что-то такое вот предлагают, оно даже не скромное, оно просто вот неудачное, что ли. Что-то вот... Да мне идет слово недостойное, да, недостойное. Предложение вам будет сделано с таким, знаете, как сказать, с надеждой, что вы откажетесь. Может, специально человек там слишком сильно все завуалировал, в надежде, что вы откажетесь, там поставить галочку, что вы отказались. Вот как-то, знаете, хитрит этот человек. Если этого человека вот прям с пристрастием пытать, то человек сознается, что на самом деле предложение хорошее, человек его настолько обличил в негативную эту подоплеку, что вот, ну, все бы отказались, все бы посчитали, что это предложение недостойное. Человек свой интерес преследует. Либо этот человек кого-то своего хочет на это предложение подсадить, ну, либо человек категорично настроен против вас и делает все, чтобы вы на это предложение не согласились. Вот тоже может быть. Так что тут надо подумать. Не спешить обижаться, не спешить говорить: фу, что ты мне гадости предлагаешь. А надо вот подумать, да, подумать, как-то этого человека разговорить, развязать язык этому человеку, чтобы признался, какое на самом деле предложение вам поступило. Это человеку ничего не решает. Он, как, знаете, этот зазывало, да, как маленький такой человек, номинальное лицо, которое вот должно вам передать предложение. И этот номинальный человек искажает это предложение, делает его даже каким-то унизительным. Вот. Но вот здесь какой-то секрет, тайна.
И не все так просто. Не все так просто. Смотрите, если вы что-то такое услышите, и вас это заденет, обидит, не спешите отказываться. Лучше свяжитесь с тем лицом, которое это предложение вам прислало. Вот напрямую свяжитесь и проговорите. Потому что там, я думаю, что все и раскроется. Ну, либо этого, кто предлагает предложение, его колите, его пытайтесь разговорить. Ну, как будет вам удобно, так и разговорите его, чтобы признался, какое на самом деле предложение. Потому что вы можете отказаться, а предложение на самом деле очень хорошее, очень. Но в какой-то неправильной форме, либо специально, да, вот какое-то унизительное, чтобы вы отказались. Дальше, мои хорошие, какие-то вопросы бюрократического характера. Вот тут голова у вас будет болеть. Тут такие гадюки, кобры, эти насекомые всякие ядовитые. Будете ругаться, будете возмущаться. Вот как гоняют вас, что ли, футболят вас. Может быть, по одному и тому же вопросу вам нужно там 10 дверей обойти, 10 поклонов сделать, 10 раз объяснить, что вам надо, а потом вам скажут, это не у нас, это там на другом конце города. Понимаете, еще такая может быть история. Очень сложно дается эта вся бюрократия. Я вам честно сочувствую. Но с другой стороны, тут ничего не поделаешь. Вот головная боль мне идет. Голова может разболеться, особенно если вы человек впечатлительный, мнительный, не привыкли к такому, да, не часто сталкиваетесь. Но тут луженые нервы нужны, да, чтобы это все выдержать, чтобы голова не болела, чтобы как-то решить этот вопрос. Я вижу, что тут такие восьмерки у вас показаны, такие узлы. Вот смотрите, змеюк показали, каких-то тараканов, этих скорпионов показали. Все какие-то на нервах, все ядовитые, все агрессивные. Вот. И вы, да, не понимаете, что вам делать, куда бежать, кому идти, кто вам может помочь. Немножко тяжело будет. Ну, это тяжело, да. Просто тяжело. Запаситесь болеутоляющим, либо берите кого-то, кто обладает достаточно громким голосом, кто может, либо знает законы, правила, кто может призвать вот этих вот бюрократов к ответственности, либо ткнуть им в нос какую-то статью, какое-то правило, чтобы они вот так себя не вели. Потому что тяжелая ситуация, тяжелый случай здесь показан. Это отыграется только лишь у тех, у кого есть такая задача, такое задание, необходимость, да, какие-то документы оформлять, что-то там продлевать, делать. Да. Вот прям будете плеваться, ругаться, скажете, сволочи. Не люди, это не люди. Это, наверное, туда специально каких-то отбирают людей, да, которые вообще лишены всего человеческого, да, всех человеческих эмоций. Неприятненько, конечно, очень. Дальше показано, что вы на кого-то произведете неизгладимое впечатление. Там у человека, не знаю, какое-то предобморочное состояние, человек сам на себя не похож, и человек какой-то сконфуженный, не знает, как слова говорить, да, вот слова будут в горле застревать, на языке прилипать. Вам покажется, что человек нездоров, вы скажете, наверное, заболел, да, наверное, плохо человеку. На самом деле это реакция на вас, на вашу красоту, на вашу энергетику, на вашу привлекательность. Слушайте, вот хоть стой, хоть падай, очень, вот как я это вижу, да, очень такая комичная ситуация, как в комедии какой-то. Вы куда-то приходите, да, у кого-то там спрашиваете, мужчина, например, да, вы у него спрашиваете, а он такой раз и как в полуобморочном состоянии не может сглотнуть, да, смотрит на вас, глаза вот такие вот эти плывущие, и вы думаете, наверное, скорую надо вызывать. Да нет, не скорую, девочки, там другое надо, другое, да. Вот странная реакция. То же самое, например, вот вы, не знаю, там, на работе, да, зашли в лифт, допустим, если у вас есть лифт, либо там в кабинет какой-то зашли, а там ваш начальник сидит, вот, и у него на вас такая реакция, да, вот он краснеет, бледнеет, там в крапинку идет, вот странно себя ведет. Вот вам покажется, что больной. На самом деле у человека на вас такая реакция. Уж слишком вы красивая, слишком вы сексуальная, и слишком он не может над собой совладать, да, вот разбушевались его слишком чувства. Да, прям испугаетесь из-за этого человека, бояться не надо, там все хорошо, там другое. Еще аиста показывают, а вам аист что-то несет.
какой-то сверточек, какую-то посылочку, передачку еще, может быть. Кому-то родственники что-то передадут, а у кого-то отыграется, что там интернет-заказ придет, да, либо кто-то вам посылочку прислал. Аист небольшой, соответственно, конвертик, либо что там, сумочку, упаковочку тоже небольшую несет. И еще показано, что птичка такая, знаете, может неожиданно появиться тогда, когда вы ее не ждете. Допустим, у вас время получения там одно назначено, а он там гораздо раньше прилетит, либо гораздо позже прилетит. То есть, да, может быть, вам завтра получать, а сегодня прилетит. И такое может быть. У кого-то, кстати, вот заказ, вот почему-то мне идет заказ, может пролежать там всю ночь. Либо как вы не увидите и всю ночь пролежит под вашей дверью, допустим. Ну вот как-то так, какой-то казус может случиться. Ну, вы получите, потому что посылочка у вас на правую сторону смотрит. Точно получите. Дальше рыбки. Рыбки-то уплывают. Вы что-то будете покупать, либо на что-то будете тратиться. Ну, это жизнь, да, как жить и не тратиться. Вот, будете тратиться. Рыбка, конечно, красивая, но она уплывает. Вы на нее так грустно смотрите и думаете: рыбочка, ну возвращайся, я тебя жду. Вот что-то купите, либо что-то оплатите. Такой знак. Дальше иностранный язык показан. То ли общение с иностранцем, то ли, может, какие-то документы, либо что, инструкции, книги, что-то будете читать на иностранном языке. Какие-то слова новые выучите, да, вот прям как переводчик, да, используете, заодно читаете, думаете: о, интересно, какое слово интересное. Если будете общаться с иностранцем, ну там совершенно ничего не понятно, потому что иностранец, скорее всего, либо очень быстро разговаривает, либо как-то пишет, может, с ошибками даже пишет, а вам переводчик не очень хорошо переводит, потому что там слово с ошибкой написано. Вот, не очень как-то. Живое общение не очень. А вот если вы что-то переводите сами, то это интересно, и вы даже какие-то новые слова сможете выучить. Так, еще новости не порадуют. Вот прям не порадуют, скажете: да как так, да что происходит? Вот как новости надежду воруют, почему-то мне идет. Тушат надежду. Но там все равно эти, как уголечки, горят. Возможно, такое будет, что придут сначала плохие новости, а потом хорошие. Либо плохие, а потом скажут: нет, отбой. Да, эти новости не настоящие, это не случилось. Но вот уголечки от надежды остаются. Поменьше смотрите эти новости, все равно там правды нет. Там деньги делают, и людей всякими вещами отвлекают от истинности. Да. Причем во всем мире. Вот знаете, во всем мире. Сказать, что в какой-то стране все по-честному, все правда, наверное, нет такого сейчас. Может, в какой-то очень маленькой стране, где действительно правительство отвечает перед народом и может в любой момент по шапке получить. А в больших странах, ой, нет. Правда нигде сейчас не найдешь. Так, я еще вижу, что вы с кем-то очень хорошо время проведете, скоротаете время. Может быть, вы где-то вот будете там ожидать чего-то, да, с каким-то человеком начнете общаться, так хорошо пообщаетесь душевно. Может, вам кто-то компанию составит, вот возвращаетесь вы с работы домой, да, с кем-то вместе поедете, либо пойдете. Вот как-то хорошо, душевно проведете время, как попутчик, либо случайный знакомый. Вот прям как отдушина для вас. Можно и выговориться, и вот как-то, знаете, поддержку даже получить. Так приятно вам будет. Скажете: ну надо же, да, вот прям понравилось. Мне это очень и очень понравилось. Дальше. Очень худая лошадь кушать хочет. Смотрите, одни это кожа до кости у этой лошади. Какая-то работа, за которую не заплатят, либо заплатят сущие копейки. Ну, допустим, была ситуация, либо будет ситуация, что вам говорят: вот задержись, да, задержись после работы, сверхурочные получите. Но вы думаете, что хотя бы получу как там почасовая оплата. А вам раз там и 3 копейки накинут. Вы скажете: ничего себе, вот это да, вот это поворот. Если бы знала, никогда бы не осталось. Либо вам там премию, например, обещали, да, начальник себя копытом в грудь бил и говорил: да я тебе премию выпишу, там ты выручи меня только. Пойдете получать эту премию, а там с Гулькино, скажете: ну надо же, ну как так? Вот худая лошадь кушать хочет, да, ну прям совсем.
Вы поработали, лошадь истощала, а кушать-то нечего, да, очень мало могут заплатить. То же самое, если вот ваш близкий человек где-то там задерживался, всю работу переделывал, ему там обещали баснословные награды, да, вот прям совсем чего-то там, мизер дадут чуть-чуть. Как говорила моя бабушка, крохом пахнет, да, вот прям совсем мало. Ну, такое, знаете, может, конечно, вас и расстроить, и разочаровать эта ситуация, но это уже как бы случилось, да, вы уже отработали, а теперь так мало вам денежку дадут. Ну, это вам как урок на будущее, да, в следующий раз будете либо наперед деньги брать, либо отказываться, да, и проводить время более эффективно для себя, для своей семьи, для своего здоровья. Так, еще какая-то змея по ногам ползет вверх. Ну, пытается, по крайней мере. А змея, кстати, крупная. Такая прям, знаете, какая-то анаконда, либо этот питон целый. Ой, будьте поаккуратней. Эта змея, она умеет гипнотизировать. Вы знаете, вот вы ей в глаза не смотрите, потому что, может, цыганским гипнозом обладает. Может вас загипнотизировать, на что угодно уговорить. Вот хочется добраться до вашей груди, до вашей шеи, да. Вот туда хочется добраться. Не верьте, никому не верьте на слова. Всегда просите доказательства. И не важно, что вам говорят, хорошее либо плохое. Всегда держите дистанцию с людьми. Точно не ошибетесь, точно будете в безопасности. Так, еще какие-то планы у вас, очень много планов. Но я так скажу, половину планов вы будете корректировать. Половину, ровно от того, что вы задумали, придумали, половину будете корректировать. И корректировать вы будете не потому, что вы там не можете, не хотите, не успеваете, а потому что ситуация будет меняться. Вот что-то будет меняться, независимо от вас, да, и поэтому вы будете быстро реагировать и корректировать какие-то планы. Вот вижу, что где-то что-то отменяете, там наоборот переставляете, прям, да, постарайтесь, чтобы все сделать и успеть, и нигде не прогадать. Вот тут вы с собой будете довольны, вот тут вы умничка, тут вы молодец. Дальше. Ребенок, женщина, подарок. Ну, если вы мама, либо если вы бабушка, может быть, вы тетя, либо кто, сестра старшая, то вот младшему, либо ребенку, либо внуку, да, будете покупать какой-то подарок. Если честно, вы сами прослезитесь, когда увидите, как счастлив ваш ребенок. Там, ну, конечно, радости много детской, и слов благодарности. Даже если это что-то несущественное, там, знаете, ну, мелочь какая-то, все равно ребенок так будет счастлив этому, аж прослезитесь. Слушайте, ну, приятное, это приятное. Дальше показывают ракушку. Ракушка, ну, прям створки крепко закрыты, и очень сложно ее открыть, ну, практически невозможно. Сразу хочу сказать, не мучайтесь, сами не мучайтесь. Вам нужен кто-то, кто будет помогать. Эту ракушку одному не откроешь. Нужно вот вдвоем, втроем. Там придется еще подумать, еще и силы много приложить. Вот, потому что если сами будете пытаться открыть, вот чего-то добиться, что-то для себя вот прям получить, это будет очень тяжело, ну практически невозможно. Да, с кем-то надо делать, либо заручиться чьей-то поддержкой, чьей-то помощью, тогда все получится. Дальше вижу, что какой-то шанс не случится. Вот вы на что-то понадеетесь, скажете, а вдруг получится, да? Вот не случится так, не будет этого. Не будет не потому, что вам не дается, а потому что время еще не пришло. Вы, скорее всего, очень спешите и хотите все сделать вот как можно скорее, да, все получить как можно скорее. Но всему свое время. Я вижу, что пока закрыт путь к этому шансу. Там либо обождать надо, либо что-то должно произойти, что откроет вам этот путь, либо кто-то вам откроет этот путь. Так, узнаете правду о какой-то женщине. Прям, ну, все про нее узнаете. Даже если не хотите, все равно узнаете. Вас как будто бы информация сама найдет. Вам сразу совет: не молчать, афишировать. Узнали, передайте другим. Пусть все знают, кто она такая. Пусть все знают, чем она занимается, промышляет и вообще из чего она сделана. Это в ваших интересах. И молчать не надо. Нет, не надо молчать.
Неизвестно еще, когда такой шанс выпадет. Конечно, нужно говорить, и будь что будет, будь что будет. Может случиться разное. Но опять же, это уже не ваша головная боль, это головная боль этой женщины. Ведь вы узнаете правду, вы же не врете, вы правду говорите. Поэтому надо всем будет рассказать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.